Прокомментируйте, пожалуйста, игру своих подопечных. Чего не хватило для того, чтобы добиться положительного результата? Ну, наверное, если так вкратце прокомментировать, игра такая приблизительно, наверное, равная была, я считаю, опять отталкиваясь от голевых моментов. Да, крумкачи имели территориальное преимущество, больше владели, наверное, территорией, но как таковых моментов мы не позволяли сопернику создать. Были какие-то подходы, там, полумоменты, но опять это все такое, не голевое. Ну, наверное, обидно проигрывать в каком плане. Мы вели 1-0, пропустили во втором тайме 2 мяча, причем второй с пенальти, ну, я пока не могу сказать, был там пенальти, не был, но, как игрок говорит, они вдвоем прыгали, там кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то зацепил, нам ставят пенальти. Ну, наверное, опять пенять я на судейство не буду, то есть, да, мы проиграли, ну, поздравлю соперника с победой. А чего нам не хватило? Ну, наверное, не хватило мастерства, не хватило терпения, не хватило какого-то немножко такого хладнокровия, перевести игру в более спокойное русло, где-то подержать мяч. Ну, увы, у нас с этим пока проблемы. В целом возникало много недовольства по поводу судейства. Оцените, пожалуйста, работу судейской бригады. Не, этот точно вопрос мы пропускаем. Хорошо. В первом тайме вам удавалось контролировать игру, а во втором тайме немного вы потеряли концентрацию. Из-за чего так произошло? Ну, опять я не считаю, что мы потеряли концентрацию, мы ничего не потеряли. Мы оборонялись, правильно, четко оборонялись. Просто единственные моменты, где-то кто-то чуть не доиграл, где-то кто-то чуть не выручил. Но опять это футбол, нельзя, скажем, идеально все делать. В частности, в первом мяче, ну да, я считаю, что вратарь там мог выйти и забрать мяч, когда шла подача, и уже потом добивали, то есть предотвратить это все на корню. Опять пенальти, ну я прокомментировал, я не знаю, это такой момент спорный, чтобы ставить пенальти на там какой, на 83-5 минуте, ну, наверное, надо быть уверенным не то что на 100%, а на 150%. Ну, раз судья так расценил, значит, ну, дай бог, что он все видел четко. Вот, допустим, я со скамейки этот момент плохо видел, поэтому я ничего сказать, пока я запись не посмотрю, я не могу прокомментировать. В целом хочется поздравить вас с хорошим первым кругом. То есть отлично ваша команда играла. Может быть, вы подведете какие-то итоги промежуточные? Ну, наверное, соглашусь с вами. Можно первый круг нам занести, учитывая наше комплектование и все остальные моменты в актив. Да, мы неплохо выступили, наверное, набрали нормальное количество очков. Но опять не скажу, что это какое-то феерическое выступление. Ну, если так по пятибалльной, то где-то на 4. Увы, последние 2 игры мы смазали, ну, наверное, на 4 с минусом. Недавно у вас была потеря серьезная одного из лидеров команды. Является ли это большой проблемой сейчас? Потеря в каком плане? Ну, переход в Слуцк, кажется. Местулова? Ну, мы забрали у вас футболиста Зинько, надеюсь, что он будет не хуже. Ну и, естественно, если по потерям, то, наверное, сегодня очень нам не хватало Савастьянова, он наш лидер. Именно вот в атакующей игре, человек, который может мяч придержать, что-то успокоить, какое-то найти нестандартное решение. Для нас это, да, очень серьезная потеря. Наверное, это тоже как один из моментов, что мы проиграли. Спасибо большое, удачи.